Доброе утро. На календаре уже какое? 26 августа. Уже пятница. Уже пятница, поэтому улыбка сама... Поэтому Паша такой счастливый. Конечно, не только я, думаю, не только я один. Многие, кто сейчас включили свои телевизоры, включили наш телеканал Якутия-24 или НВК Саха, такие же радостные. Потому что это утро Якутии, во-первых. Не важно, что пятница, это утро Якутии. Да, значит... важно начинать его с утра Якутии. Да, и вместе с вами его начинаем мы, как и всю эту неделю, Катерина Винокурова и Павел Танин. Да, желаем вам сегодня отличного настроения. Ну а что ждет нас сегодня в эфире? Ну, ждет нас на самом деле очень много интересного. Во-первых, будет, как и всегда, возможность обсудить ряд вопросов. Так, наш эфир начнем с беседы о книжной выставке. Ярмарки говорить будем с нашими приглашенными гостями. Да, узнаем также, насколько сегодня век информационных технологий печатные издания пользуются спросом, как они выживают в условиях западных санкций. Далее с нашими гостями мы поговорим о центральных вузах. Об учебе в центральных вузах, да, и стать, самое главное... Стать их выпускниками. Да, немаловажную тему затронем именно работа в Якутии после окончания Центровуза, а все это также будут обсуждать в рамках форума «Центровуз 2.0». Мероприятие обещает быть интересным, так как его планируют провести в формате, что необычно, ток-шоу. А как это будет проходить и в чем особенность учебы в центральных вузах, какие привилегии и возможности имеют выпускники, которые работают у нас в регионе, расскажут наши приглашенные гости. Также мы продолжаем рассказывать про предстоящий велодень, который организует наш телеканал Якутия-24 4 сентября совместно с Министерством спорта, Министерством молодежи, Управлением ГАИ и Управлением дорог Вилю. И сегодня у нас в гостях будут участники предстоящих соревнований. Традиционно также мы покажем наши рубрики «Даты и события», «Полезный завтрак» и завершим наш эфир пятничной музыкой. Так что будьте с нами, а теперь коротко о погоде за окном. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 4-10 градусов тепла. В Заречной группе от 8 до 10, в южных 6 и 7 градусов, в Вилюйской группе 5 и 9, в Нижнеленских 5 и 8, в западных 5-11, в Колыменте-Кирской группе от 3 до 9 градусов тепла, в Янских плюс 4-0 градусов, на северо-западе от 6 до 10. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 10 градусов тепла, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер до 4 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла. Ну, вот такой погодой нас сегодня, скорее всего, одарит день 26 августа. Но какими событиями этот день запомнился, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 26 августа сегодня отмечают День женщины-веб-мастера, праздник 13-й кошки, День собак, День музыкальной йоги, День вишневого эскимо, День устраивания секретиков. По народному календарю этот праздник посвящен представлению и второму обретению мощей воронежского епископа Тихона. Также в этот день почитают икону Божьей Матери Страстную. В народе святого Тихона считают спасителем от депрессии, беснования и уныния. В этот день к нему обращаются с молитвами. Уханье совы на протяжении всей ночи сулит скорую перемену погоды. События в этот день. В 1723 году в Петергофе был запущен комплекс фонтанов. В этот день была отправлена первая новость телеграфом. На Ниагарском водопаде была открыта гидроэлектростанция. В 1957 году ТАСС сообщила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. В 1999 году Майкл Джонсон побивает мировой рекорд по бегу на 400 метров с результатом 43,18 секунды. В этот день родились Иоганн Ламберт, немецкий физик, философ, математик и астроном. Жозеф Мишель Монгольфье, французский изобретатель, создатель воздушного шара. Галла Дали, жена и муза Сальвадора Дали.
Мать Тереза, католическая монахиня, основательница Ордена Милосердия, Нобелевский лауреат. Петр Тодоровский, советский российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор. Александр Рошаль, советский шахматист и шахматный журналист. Певица Земфира, российская исполнительница, музыкант, композитор и автор песен. В этот день именины отмечают Ян, Яков, Тихон, Серафим, Николай, Максим, Константин, Иван, Василий, Алексей, Оксана, Ксения, Евдокия. А минувшим днем в столице региона стартовала 11-я межрегиональная выставка «Ярмарка. Печатный двор Якутии», где свои печатные издания, а это книги, журналы, газеты и другие виды печатной продукции, представили участники выставки. В этом году гостями мероприятия стали не только издательские дома Дальнего Востока, но и других регионов страны. О значимости этой выставки мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Август Егоров, генеральный директор Национального издательского дома «АЯР», и Константин Чеченев, президент Ассоциации книгоиздателей России. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, Август Васильевич, к вам. Наверное, адресуем все-таки, да, почему? Потому что понятно, что выставка-ярмарка проводится с целью обмена опытом каким-то, да, в том числе новыми идеями, продуктами и тому подобное. Но на сегодня насколько вообще остро стоит вопрос печати, литературы, книг, может быть, на национальном языке? Еще раз доброе утро. Действительно, издание книг на национальных языках – это всегда актуальный вопрос. Потому что без изданий, без печатных изданий на национальных языках развития этих языков, культуры, традиций не будет. Есть три вида культуры – народный, письменный и массовый. И вот именно письменная культура является основой существования национальных языков. Константин Васильевич, вопрос к вам теперь, да? Насколько сегодня бумажное издательство имеет спрос в век новых технологий? На самом деле ничего не поменялось. Говорят, что электронная книга вытесняет бумажную книгу. Абсолютно это неправда. Во всем мире есть практика, то есть она занимает свою нишу для определенной категории людей. Но последняя тенденция в последнее время, что молодежь читает бумажную книгу. То есть бумажная книга все равно она остается, она прожила уже 1000 лет и никуда совершенно не уходит. К сожалению, вытесняет не электронная книга, вытесняет массовая культура, это социальные сети и такого масс-досуг. И вот здесь, конечно, приходится работать именно с подрастающим поколением, потому что книгу заменить никто не может. Это информация знаний, это культура, это традиция, это привязанность к земле, где ты живешь. Поэтому вот это основная тема. Но в последнее время мы видим, что бумажная книга, она не падает, тиражи на подъеме, люди читают, сейчас художественную литературу, в эпоху пандемии, мы это видим реально, что абсолютно не падает тиражи, не падает спрос к чтению. Но, к сожалению, книга дорогая, поэтому становится дороже и дороже, и не всегда молодая мама может купить хорошую детскую книжку, позволить себе, поэтому такая проблема есть. Говоря, что, в принципе, спрос на книгу не падает, Август Васильевич, вопрос к вам. Сколько ежегодно вы выпускаете книг в ваш издательский дом, и сколько из них как раз-таки на родном языке? Как сказал Константин Васильевич, действительно, в последнее время наблюдается снижение тиражей, большинства изданий, большинства издательств. Но это во всем мире наблюдается, по всей России. Мы сейчас в среднем в год издаем 300 наименований книг общим тиражом 500 000 экземпляров. Если все поддается сравнению, это для нашей республики, я считаю, достаточно хорошим показателем. Потому что есть республики, Константин Васильевич подтвердит, регионы, где издается очень мало книг. Тем более на национальных языках. Из этой массы мы где-то на национальных языках издаем 70%. Именно на якутском языке, в том числе на языках малочисленных народов Севера.
А были времена, когда мы издавали 500 наименований тиражом более миллиона экземпляров. Это было в 2013 году, ну, почти за 10 лет, видите, да, вот падение тиражей почти два раза. Мгм. А сталкиваются вот с какими проблемами чаще всего издатели вот на книжном рынке? Ну, я уже об этом говорил, что мы конкурируем очень серьезно, конкурируем за время. Время конкретное, оно 24 часа в сутки. И книгу читают, вот как по последним данным, исследований, читают 3-4 минуты в день. Отходят на книги. Мы понимаем, что телевидение, интернет, социальные сети, они, конечно, ну, отвлекают людей от чтения. Вот там я сказал, что вот сейчас 500 тысяч на республику, да? На самом деле, в среднем по России приблизительно издается 3 книги на человека. Поэтому мы видим, что в Якутии меньше. О чем это говорит? Во-первых, это недостаточно поддержка государственная. Мы это видим. Второе, это действительно, что очень трудно доступность книги по региону. Регион большой, самый большой вообще в мире, если честно, да, как административная единица. Трудно эту книгу доставлять. И, конечно, здесь возникает ситуация, что когда одному издательству очень тяжело. Вот они реально считаются, вот издательство «Аяр» в России это лидер национального книгоиздания, да, это вот они входят в тройку наряду с татарским издательством и издательством из Башкирии. Вот 3 издательства очень самых крупных в России, издающих книги на языках. Но им очень тяжело. Огромная территория, небольшая поддержка государства. И поэтому, конечно, им вот приходится за свои собственные деньги популяризировать культуру, историю своей страны. Трудно, но они стараются. И они вышли уже на уровень федеральный, на самом деле, потому что их книги становятся лауреатами, победителями конкурсов федеральных. Это очень о многом говорит, на самом деле, каждый год. Я хочу немножко поправить, Константин Васильевич. Вот 500 тысяч экземпляров – это только наши издания. Помимо этого да, есть другие помимо издания. есть другие, но в нашей республике, к сожалению, нету книжной палаты, и общий подсчет, точного подсчета нету. Но вот в среднем где-то в нашей республике 700-800 тысяч экземпляров. То есть плюс-минус приближаемся Все равно к единице, да. книжка на одного это мало, человека. да. Август Васильевич, буквально в 2 словах, время эфирное наше, к сожалению, на беседу отведенная заканчивается. Где пройдет выставка-ярмарка? Мы об этом Да, не где сказали. Да, вот выставка-ярмарка начнет работать сегодня с 10 часов утра до 7 вечера, завтра с 10 часов до 6 часов вечера Где? в торговых рядах Кружала. Дорогие наши зрители, гости и жители города Якутска, всех приглашаем на нашу выставку-ярмарку. Будет очень интересно, Ну, я полезно. думаю, что все придут. Ну, а прямо сейчас мы вынуждены прерваться на небольшую паузу, после которой вернемся. В эфире новости. Доброе утро. В Усть-Алданском улусе все села брошены на заготовку сена. Всего работах задействовано более 1000 человек. Среди сенокосчиков лучшие показатели у Батагайского, Дюбсюнского и Барагонского наслегах. В отдаленных сенокосных угодьях и близлежащих районах на заготовку 3000 тонн сена мобилизована 31 бригада. По оперативным данным, на сегодняшний день всего скошено 20 791 гектаров. Из них заготовлено 19 667 тонн сена, что составил 65,6% от. Правительство России ежегодно выделяет около 3 миллиардов рублей на борьбу с онкологией. А из республиканского бюджета идет около 30 миллионов против этой коварной болезни. В Чурапчинском районе в начале июня этого года в рамках национального проекта здравоохранения и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» открылся Центр онкологической помощи на базе районного больничного комплекса. На сегодняшний день идет работа по выявлению заболевания среди населения. С момента открытия центра в Улусе по программе «Онкопоиска» в столицу направлены 45 человек, из которых 5 подтвержден диагноз онкология. По онкопоиску прошли уже 45 человек. Из них с подозрением 5 человек на онкологическое заболевание. Идут еще дополнительные обследования. Мы не зря выбрали именно в больничном комплексе этот центр, потому что здесь находятся все инструментальные и лабораторные обследования. И человек, приходящий сюда, он должен все пройти здесь. Плюс еще и дневной стационар у нас здесь открыт, и круглосуточный стационар, где у нас 24 человека уже
прошли лечение, и по диспансерному наблюдению из плана мы выполнили на 60%. На территории природного парка «Ленские столбы» состоялось торжественное открытие Кубка главы Якутии и первенства Дальневосточного федерального округа по игре ГО. В Кубке участвуют 54 спортсмена, в первенстве 48. Среди участников 4 гроссмейстера России, 3 заслуженных мастера России и 12 мастеров. Финальные игры турнира пройдут 26 августа в Республиканском шахматно-шашечном центре. Также 27 и 28 августа на Комсомольской площади в Якутске состоится фестиваль ГО «Genius Extreme». Якутяне завоевали 3 медали на соревнованиях по скандинавской ходьбе в Московской области. 20 августа в городе Электросталь были проведены рейтинговые соревнования по северной ходьбе. Республику представил клуб «Стимул» из города Якутска. В соревнованиях принимали участие мужчины и женщины от 18 лет. Все участники прошли дистанцию 5 километров и были разделены на 4 возрастные группы. Члены клуба «Стимул» завоевали 3 медали – золото, серебро и бронзу. Помимо этого, якутянин Матвей Лыткин получил специальный приз «Лучшая техника». Наши соревновались в категории 65+. Софья Заволоцкая заняла 1 место. Категории 45-59 Винокурова Валентина 2 место заняла. И я среди мужчин категории 45-59 тоже 3 место. И самое главное, вот мы получили спецприз за лучшую технику. Это «Утро Якутии», 26 августа на календаре, пятница, долгожданная. Мы ее встречаем, как правильно, бодростью, уверенностью в сегодняшнем дне и готовности к предстоящим выходным. Да, мы продолжаем. Сегодня в Петропавловске-Камчатском в Краевой научной библиотеке имени Крашенинникова стартует 2-дневное чтение в рамках Краевого фестиваля «Камчатка. Россия. Мир», посвященный 325-летию присоединения Камчатки к России. Программа фестиваля включает в себя также фестиваль этнокино и множество выставок. Фестиваль соберет здесь специалистов библиотечного дела, кинематографистов, научных деятелей из разных регионов страны. Наш регион в этом уникальном форуме представляют сотрудники Национальной библиотеки республики. В исторических чтениях Национальная библиотека Якутии принимает участие в очном и заочном форматах. Здесь, в Петропавловск-Камчатске, мы будем работать в 2 секциях по 3 докладам. Это архивные документы «Семьи Якутии в цифровой среде Национальной библиотеки», медиапродукты Национальной библиотеки как инструмент сохранения языка и традиционной культуры, а также 3-й наш доклад – это архив Ильи Самуиловича Гурвича, экспедиционные материалы по этнографии Камчатского края. Также мы привезли фотовыставку Гурвича и заключаем соглашение о сотрудничестве с Краевой научной библиотекой. Мы, в общем-то, надеемся и ожидаем плодотворной и интересной работы, поскольку конференция – это всегда поиск идей, обмен опытом и некий такой, скажем так, путь к совместным проектам, совместной деятельности. А сегодня в Якутске на одном форуме соберутся студенты и выпускники центральных вузов, всех поколений причем. Выпускники расскажут студентам о своей работе и новых возможностях для самореализации в родной республике. Это стало возможным благодаря инициативе молодежного правительства Якутии при поддержке Фонда развития инноваций республики. И более подробно об этом мероприятии нам расскажут наши гости. Это Александра Никифорова, член молодежного правительства Якутии и выпускник одного из центральных вузов нашей страны Артем Инхеев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ребят. Вот почему все-таки решили провести вот подобного рода мероприятия? Причем, я насколько понимаю, 2.0 это уже не первый раз проводится. Молодежное правительство Республики Саха-Якутия решило, что много наших студентов учатся за пределами Республики Саха-Якутия, и когда они возвращаются, им нужна опора, чтобы они работали на благо нашей республики здесь. Поэтому мы хотим создать сообщество, чтобы люди знали друг друга, получали опыт, обменивались и, возможно, даже находили работу у своих предыдущих коллег. Ну вот говоря про как раз-таки, что студенты уезжают, сколько вообще на сегодня специалистов подготовила Якутия именно в центральных вузах? Ежегодно примерно по несколько сотен студентов обучается за пределами республики, то есть уже 1000 выпускников есть. Насколько сегодня сложно поступить в центральный вуз? Артем, расскажи, где ты учился, что закончил и кем стал в итоге? Я закончил бакалавриат дипломатической академии МИД России и магистратуру МГИМО МИД России.
На самом деле процесс поступления достаточно сложный, но ребята из Якутии всегда являются такими очень умными, одаренными, интеллектуалами, кого преподавательский состав всегда очень хвалит, и это на самом деле такая большая отдушина в большой Москве, когда ты понимаешь, что когда ты приезжаешь в большой вуз, тебя уже узнают и знают, что ты из Якутии, и заведомо уже накладывают на тебя какой-то определенный груз ответственности. Ну, процесс поступления достаточно сложный. Сейчас, я думаю, ребята уже практически поступили. В новом году это будет процесс сдачи единого государственного экзамена и затем уже поступление в ВУЗ, в том числе и по программе целевой подготовки. Вот Академия МИД, да, если Да. правильно понял. Ну, то есть дипломат, по сути. Да. Дипломатия. В чем особенно, ну, на самом деле интересное тоже такое занятие, интересная профессия. В чем особенность обучения там? Ну, в первую очередь это языки. Первый основной язык у меня японский, второй у меня английский. По первой программе подготовки это международные отношения, и следующая подготовка это уже политология. А какие вот советы ты бы дал тем, кто поступил как раз-таки в Центровуз, незнакомый город, да, впервые там? Вот, что? В первую очередь я хотел бы сказать, дорогие ребята, когда вы поступаете в большой город, знаете, что рядом с вами есть обширное большое сообщество ребят, которые тоже учатся из Якутии в Москве, поэтому никогда не закрывайте себе, знайте, что вас могут поддержать, всегда активно участвуйте, знакомьтесь, потому что это ваше время, время возможностей, время открытий, поэтому ничего не стесняйтесь, только вперед, дерзайте. Отлично. Александра, а какие возможности да, есть у нас в республике для выпускников? Я тоже являюсь выпускником Центрального вуза, закончила финансовый университет, и вот сейчас по целевой подготовке работаю в своем родном Улусе, в Горном Улусе. Прошло 2 года, сейчас я уже стала директором бизнес-инкубатора и возглавляю предпринимательство в районе. То есть возможности для центровузников в районе, в республике огромные, потому что у нас еще много чего предстоит создать, и это интересно работать уже на муниципальном уровне и создавать новое. Такая молодая девушка, уже директор, да? Вот что Центровуз с людьми делает. Ну вот, поговорим уже непосредственно о форуме, потому что сегодня он пройдет. Тем более мы сказали, что он будет в необычном формате проходить. Расскажите подробнее, что вообще ожидать тем, кто придет сегодня. Чего ждать? Что нового? Мы проведем встречу с выпускниками известными, которые Василий Ефимов, Гавриил Винокуров, Роза Олесова. Это уже выпускники, которые начали делать что-то большое в нашей республике. Они поделятся своим опытом, будут разные тренинги, презентации, стажировок, мастер-классы. И также будет стратегическая сессия. Мы хотим понять, что нам делать дальше в работе с диаспорами, которые из Якутии в других городах есть. Хотелось бы немного дополнить. У нас сейчас действует в каждом городе нашей страны действует землячество, организации студентов. В частности, в Москве у нас действует молодежное общественное движение «Айтал», руководителем которого я являюсь. Поэтому хочется дать тоже напутствие всем ребятам, которые поступили в Москву. Знаете, что есть такая большая, обширная организация, как молодежное общественное движение «Айтал», где мы поддерживаем друг друга, стараемся реализовывать инициативы и работать вместе. Ходите, обращайтесь, кстати, да, по поводу именно землячества. Будем говорить простыми словами, все-таки это сообщество земляков. Как часто вообще встречаетесь в Москве? Как человек, допустим, тоже полезная информация будет, кто-то поступил, поедет, как в Москву, например, на нашем примере, как встречаться, как обратиться, если вдруг помощь какая-то нужна? Вообще нас поддерживает постоянное представительство Республики Саха-Якутия в Москве. На базе него мы, собственно, и проводим мероприятия. Они проводятся практически еженедельно. Одним из самых ярких у нас за этот год стал турслет в санатории Бес-Чегда, который собрал более 100 студентов. И много также других инициатив, например, выезды в парк Патриот, просто культурные собрания, дни родного языка. Поэтому, если в первую очередь вы захотели поучаствовать в нашем движении, вы можете обратиться в постоянное представительство Республики Саха-Якутия в городе Москве или же написать мне. И возвращаемся к форуму, где он пройдет. Наш форум пройдет сегодня, 26 августа. В 14... Один день. Да, 14:00 в точке кипения Якутск. Это находится в IT-парке.
Как-то можно вот просто Любой шел желающий может мимо перейти. и зашел? Да, Обязательно можно, по списку? но желательно, чтобы были из центральных вузов. Ага. Но там можно будет на месте зарегистрироваться. И те, кто, может быть, планирует поступить, приглашаются? Да. можно. Ну, допустим, 10-классник, он в следующем году будет поступать. Ага. Вот. Ну и меня вот заинтересовал момент такой, что все-таки в формате ток-шоу будет проходить. Вот, как это будет реализовано? Мы позовем вот этих выпускников, которых мы уже озвучили: Василия, Гаврила, Олеса Ворозу и нашего председателя Петра Бурнашова, и они поделятся своим опытом, советами для студентов и для тех, кто поступает в режиме ток-шоу. То есть они будут как ведущие, да? Да. Вот. Ну что ж, спасибо большое за полезную информацию. Я думаю, ну, как минимум тем, кто поступил уже в Центровуз, знает, что поедет в один из городов нашей страны. Информация полезная, тем более будет полезен форум, поэтому мы также призываем уже поступивших товарищей посетить сегодня в 2 часа в IT-парке «Точка кипения». Ну, Да, вам желаем дальнейших успехов. Молодцы, ребят. Спасибо вам за Спасибо участие в нашей большое. программе. Ну, а мы продолжаем наш эфир, и сейчас пришло время для чего правильно, ну, утро с чего надо начинать? Ну, С завтрака, ну. Странно, что мы делаем это только в пятницу, начинаем его завтракать. Тем не менее, сегодня будем готовить завтрак турецкий. Доброе утро! Сегодня в рубрике у нас полезный завтрак. И для вас сегодня я буду готовить турецкий завтрак. Турецкое утро начинается с какого завтрака? Они очень любят кашу менемен. Это легкие томаты с яичницей, которые разбавляются как болтушка. Но сейчас я вам его покажу. Всем доброе утро. Менемен, именно яичницу их мы приготовили заранее. Именно состав. Это томаты, маслины, лук, все, что они любят. Сейчас я вам покажу, как он, как говорится, подается. Но потом, если получится, мы вам все распишем. Готовый состав менемен мы будем, как говорится, подогревать и доводить до полной готовности. Это мелко рубленые маслины, томаты, пилати, кабачки, лучок, чесночок и немного остринки для того, чтобы придать, как говорится, менемену вкус. Он получается такого состава: крупный, гранулный. Но чтобы придать ему, как говорится, деликатность и вкус, мы добавим немного теплой водички. Для того, чтобы ингредиенты открыли свои поры и не потерялись в этом. В этот состав мы будем добавлять одно яйцо, которое мы вот здесь же также пробьем, а второе яичко будет, именно желток, будет подаваться в сыром виде. Мы добавили одно яйцо для того, чтобы сделать менемен более пикантным и сделать его вкусным именно для завтрака. Потому что менемен всегда едят утром. Видите, она не густая и не должна быть жидкая. Она именно той массы, той нормы, которую удобно именно употреблять во время завтрака. Что еще для этого не хватает? Еще не хватает для этого еще одно яйцо. Именно желток. Белок мы удаляем. И украшаем микрозеленью. Наш турецкий завтрак готов. Приятного аппетита. Такой плотный, интересный, вкусный, ароматный. Выглядит завтрак. необычно, ну, во всяком случае, отличается от того, что, наверное, мы привыкли видеть утром на своих столах. Вот. Но тем временем, с наступлением осени в ряде районов Якутии традиционно начинаются ярмарки
урожаев, где также можно найти здоровую пищу. Это не только различные консервации, но и свежие овощи. Так, осенним ярмаркам дал старт Алданский район. Здесь в районном центре прошла первая в республике ярмарка урожая. Дары огорода и леса, консервации, соленья и варенье. Чего только не было на столах. Кстати, пришли сеять теплые вещи, ведь холода не за горами. Члены Совета пенсионеров – постоянные участники августовского праздника. Хозяюшки и хозяева умеют удивить и покорить. Гостей ярмарки они с удовольствием угощали блюдами собственного приготовления, щедро делясь с земляками и рецептами. Сшить и связать, вырастить и приготовить члены районного совета пенсионеров на все руки хозяюшки да мастера. Иглой да бараной, как известно, издревле деревня держится, и плоды своего труда женщины и мужчины представили на городской ярмарке урожая. Конечно же, для гостей были приготовлены и угощения разнообразные. Ни морс, ни блинчики, все, что хочешь. Тем более все знают, что от бабушек никто никогда не уходит без подарков. У нас это тоже предусмотрено. Каждый покупатель первый у нас получил подарки. Бесспорно, труд земледельца тяжел, как гласит народная мудрость, летний день на зимнюю неделю. Хлопоты начинаются ранней весной, с посевной, а ближе к осени открывается второй фронт работ – на кухне. Шинковка, варка, консервация, без солений, компотов и варенья и на столе пусто будет. Фирменная кабачковая икра Татьяны Поляковой, по общему мнению членов совета, выше всех похвал. 3 килограмма кабачков, 250 грамм масла растительного уходит, да? Килограмм морковки, 2 болгарских перца, но перцы такие китайские, которые крупные, и килограмм лука. Сначала лук, морковка и перец, все обжаривается, потом вы режете кабачки, тушите их отдельно. Как говорится, изба красна пирогами, а ярмарка медом да малиной. У Марины Горюновой малинка знатная, всей семье на объедение. Садовую красавицу Марина Михайловна всегда заготавливает впрок, чтобы на всю зиму хватило. А в этом году малина для садоводов-огородников стала особенно ценной. Малины было очень много, но дожди помешали, конечно, снимали там, которые мягкие, уже зальешь, уже не берешь, оставляешь. Конечно, погода в этом году уготовила огородникам не слишком приятные сюрпризы, но несмотря на дожди и низкую температуру, щедрым оказался на дары батюшка лес. Вообще-то да, он у нас всегда щедрый. Виктор Куликов – заядлый грибник и ягодник. Лес – это его стихия. А те, кому удалось отведать икру из сыроежек по фирменному рецепту Виктора Александровича, в оценке краткие – объедение. Да, очень вкусная икра. У меня свой фирменный рецепт. Так что берут и потом еще заказывают. Ежегодно в ярмарке члены Совета пенсионеров участвуют массово. Впрочем, им важна не победа. На площадь хозяева приходят людей успехи посмотреть, да свои плоды показать, подчеркнуть что-то полезное и поделиться опытом. Все умеют наши бабушки, только дай им идею, или они сами что-то где-то увидели, где-то присмотрели, приходят и сразу говорят: Лена Сергеевна, а вот то-то и то-то. Я говорю: девчонки, ну давайте попробуем. Смотрим, то-то, то-то, что-то придумал. У нас красивый получается изделие. Конечно, на празднике урожая хозяюшки и хозяева представили только часть собственных творений. Впрочем, дары леса и огорода, консервации и варенья, цветы, сувениры и незаменимые зимой теплые вещи здесь нашлись даже на самый взыскательный вкус. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Ну, от мероприятий прошедших перейдем к мероприятиям грядущим. Наш телеканал 4 сентября в столице региона проведет велодень. Это масштабное мероприятие проводится при поддержке региональных министерств спорта, молодежи, управления ГИБДД, управления дорог Вилюй и других спонсоров. Мы уже в начале этой недели говорили об этом дне вместе с организатором этого дня Дмитрием Аргуновым, нашим коллегой. А как он сообщил, это действительно будет масштабное мероприятие. Здесь пройдет и Кубок Республики по 2 категориям шоссе и МТБ, соревнования для детей Joyride, мастер-классы, онлайн-тестирование на знание правил дорожного движения и велопробег по улицам столицы. Да. Но для... Извиняюсь. Для Катерины, конечно, велоспорт дело смешное, возможно.
Я профессионал, Сегодня, я да. могу один раз кашлянуть. Сегодня у нас в гостях участник, организатор предстоящих соревнований. Поговорим с ними о том, как готовятся к Кубку Республики по велогонкам. Это Андрей Попов, член оргкомитета велодня от телеканала Якутия-24 и наш велоактивист Валерий Кривошапкин. Доброе утро. Доброе утро. С такой веселой нотой мы начали нашу беседу. Будем надеяться, что и само мероприятие тогда пройдет с таким же позитивом. Очень весело, да. Я надеюсь. Валерий, для начала вопрос вам. Насколько мы знаем, насколько мы осведомлены, вы вообще лыжник. Как оказались в велоспорте? Кто-то говорит, что это вроде как родственные немножко дисциплины. Так ли это на самом деле? И давно ли вы конкретно велоспортом занимаетесь? Мы лыжники. В основном старты у нас где-то с марта по апрель месяц. Всю зиму мы бегаем, стартуем. Это очень много стартов. Чтобы быть в тонусе, где-то с конца апреля до мая где-то мы немножко отдыхаем. А с мая месяца, когда уже дороги высыхают, мы садимся на велосипед, чтобы не потерять форму, функционалку поддерживать. Да, ездим на велосипеде. Да. Мы, лыжники, занимаемся круглый год летом. И не забываем, конечно, о своих прямых тренировках лыжных, где бегаем кроссы по пересеченной местности, силовые упражнения и так далее. А велосипед для меня это как бы транспорт передвижения. Я езжу на работу на велосипеде с утра, когда дороги подсыхают. Сейчас у нас же в городе стали велодорожки делать, прекрасно, грязи нет, по асфальту едешь, с утра сел на велосипед, поехал на работу, и потом утро, после работы обратно. И вот набегает километраж. Это очень хорошо же у нас. А до какого месяца вы ездите на велосипеде? До осени. До осени, да. до снега. Да, и поэтому мы... Километраж у нас набегает, и соревнуемся чистыми велосипедистами. И думаю, мы, лыжники, составляем конкуренцию чисто вело. Андрей, перейдем непосредственно к теме велодня. По каким критериям отбираются участники, насколько много их на сегодняшний день? Во-первых, хотелось бы поблагодарить телеканал Якутия-24 за прекрасную возможность. То, что такой праздник, он впервые за очень долгое время, последний раз в 2010 году, по-моему, был. И лично Дмитрию Агунову, заместителю директора, за то, что он взял нас под крыло в этом году. И получается, в шоссейной категории у нас 15 людей будет участвовать. И, кроме того, еще прибавились 2 ВИПа. То есть это его министр экологии Евгений Перфилев и первый зам мэра Якутска Георгий Гаврилев. Вот такие персоны довольно-таки серьезные. И будет прикольно, даже если они первое место возьмут. И кроме того, половину всех этих 15 человек это составляют лыжники. Они наиболее подготовленные спортсмены, и мы на них равняемся, особенно на Валерия Кривошапкина. Несмотря на свой солидный возраст, он в марте этого года в лыжных гонках выиграл первое место, одержав победу над молодыми спортсменами. Можно ли сказать, что что велосипед с людьми делает? А сколько лыжников еще помимо вас будет? Да, я могу сказать, что, наверное, больше половины, скорее всего, лыжников будут. Даже приедут бывшие чемпионы шоссейных гонок, чемпионы республики и всяких соревнований. Петр Тайшин будет, Игорь Петров приедет, и еще очень много там. Короче, состав собирается приличный. Со всех районов республики, да, это Самгинского района, Салдана, из Горного района еще девушка, которая очень лыжница сама и активно занимается в фитнес-зале. И нынче на лосиных бегах она первое место заняла с большим отрывом. Мероприятие можно назвать республиканского. Вообще очень все самые сильнейшие спортсмены занимаются. А все-таки отбор какой-то был, или это были, не знаю, персональные приглашения для участников, или они сами подавали заявки и их как-то отбирали? Вообще Управдор, дорога принадлежит Управдору, поэтому они нам сказали то, что слот всего 15 мест дают. Может быть, там для ВИПов еще пару мест. Поэтому шоссейная группа есть в WhatsApp, и им сказали то, что сами решайте, кого набрать. То есть там именно нужны были профессиональные спортсмены, потому что у нас было много гонок, когда откровенно были завалы. То есть едем, и там кто-то неправильно затормозил или что, и были травмы, и
карбоновые велосипеды, которые около 500 тысяч стоят, ломались. Поэтому тут как бы управдору нельзя такие вот ДТП устраивать. Они Я бы хотел добавить, например, в первую очередь туда попадают лидеры сезона, да, которые участвовали в этих лосиных бегах. Это по шоссе, занявшие первое по третье места, и по кросс-кантри там тоже. Вот они в первую очередь попадают напрямую на эти соревнования. Ну да, но все, кто очень активно на шоссере катает, на шоссейнике так называемом, они все попадают в это сообщество, и все в одном соку варятся. И в этой группе я вот посмотрел список, там именно вот все самые топовые спортсмены. Сейчас определить, кто именно выиграть невозможно. Сложно. Да, Сложно. потому что там каждое имя, под ним вообще очень десятки выигранных соревнований. Целый бэкграунд да. тянется. Интересно. Ну вот такой вопрос интересный. Ну, естественно, организаторов, по сути, много. Про меры безопасности тоже немаловажная вещь. Кто-то говорит, что безопасность, ну вообще безопасность участников, она начинает перечеркивать массовость. То есть очень много безопасности, из-за этого приходится как-то ограничивать. Так ли это на самом деле? Вообще как оцениваете меры безопасности, которые принимают организаторы? Ну, я скажу, например, это Вилюйская трасса, она федеральная трасса и очень загруженная. Ездят большие грузы, то есть все, очень большой поток машин. И я думаю, что там в первую очередь должны более-менее опытные велосипедисты, знающие правила дорожного движения, чтобы на встречку не выехали. И шоссейная гонка — это очень скоростной вид спорта. Скоростной и это очень вид там спорта. малейшее движение, можно попасть в завал и так далее. Там, думаю, что должны для начала выступать довольно-таки, кто выступал на шоссейных гонках и участвовал в их соревнованиях, думаю. Я думаю, что с одной стороны правильно они говорят. Оправданно. Да, оправданно. Да. Но я сам как бы тоже на шоссере гоняю уже не первый год. И я помню, когда впервые после много лет сел на шоссер, это были вообще совершенно другие ощущения. И первые 2 года у меня не было такого ощущения, то, что как там сидеть на колесе. То есть впереди велосипедист едет, я за ним, потом за мной едут, и мне говорят, типа, ты неправильно едешь, держи темп. И первые 2 года с этим невозможно как-то и могут быть проблемы. Тем более потом, когда вот на 3-й, на 4-й, на 5-й год, когда ездишь, уже притираетесь. Ты понимаешь. Да, уже пелотон из 8 человек уже как одна машина работает. То есть там все уже четко смены выдают, и никаких нюансов таких нет. А если новичка туда посадить, там завал с большой вероятностью может быть. Ну и какой настрой сегодня перед мероприятием? Остается вот буквально несколько дней, да? Насколько готова трасса, готовы участники, сами организаторы? Ну, вообще в рамках велодня пройдут несколько мероприятий. То есть это начиная от 28 числа. Это кросс-кантри гонки по пересеченной местности птицефабрики Чурмаран. Да, и там будет самый массовый, наверное, забег. Это там человек, наверное, 40 или 50 будет. Победители этих гонок, они автоматически перейдут фан-райд на Вилюйском тракте. То есть там будет как 15 мест для шоссейников, это опытные спортсмены, и также 30 мест для горных велосипедистов. И, соответственно, победители туда приходят, и плюс еще будут слоты для регистрации. То есть мы, скорее всего, создадим таблицу, в которую Яндекс.Форму, в которую люди будут заполняться. Да. Также в этот день пройдет на Комсомольской площади мероприятие, это беговелы, и потом будут мастер-классы от ГИБДД по тому, как вообще правила дорожного движения, переходить дорогу, там обязательно нужно спешиваться. Кроме этого, мы пригласим волонтеров, медиков, которые расскажут, потому что среди велосипедистов каждый день по 5 случаев, когда детей отвозят в скорую помощь, с велосипедом связано. Поэтому первая помощь, я думаю, очень необходима. Кроме этого, по пожарам тоже. То есть, когда велосипедисты едут в лес, у нас много случаев было, когда видели лесные пожары, даже на коптер снимали. Сразу 112 надо звонить. Да. Валерий, вопрос такой, перед заездом какую-то подготовку особую проводите, то есть, может быть, какой-то у вас там, грубо говоря, месяц тренировочный идет, или просто придете прокатиться в свое удовольствие? Велосипед — это как бы побочные соревнования, тренировки, как бы, вот велосипедистам лыжные соревнования.
Вот. Но в основном постоянно мы тоже вот летом участвуем на кросс-кантри. Я завтра, то есть 28-го тоже участвую на кросс-кантри. Вот. Вот, ну, вообще, то есть какой-то особой подготовки нет? Нет, вроде такой нет. Ну, ездим, конечно, мы по пересеченной местности тоже немножко как говорится, готовимся. всегда готов, да? Мы, лыжники, всегда готовы. В тонусе мы всегда. Ну, вообще, велосипедная подготовка, она, если на мировой спорт посмотреть, она очень хороший фундамент составляет для лыжных гонок, биатлона, конькобежцев и даже футболисты. Вот, там Рональдо или какие-то другие спортсмены, они активно крутят на станке, чтобы повысить свою выносливость. Потому что именно на велостанке можно наиболее быстрые сроки и качественно сжечь лишний жир и как бы подготовиться в плане выносливости. То есть, ну вот вопрос уже за рамки велодня выходящий. Ну, в принципе, сегодня велоспорт достаточно популярен. Ну, не знаю, во всей республике, в Якутске точно. Но в целом, какие усилия нужно сегодня прилагать, чтобы больше велолюбителей появлялось? Ну, в этом году мы зарегистрировали Федерацию велосипедного движения. И сейчас вот хотим активно работать на массовость. То есть это с ГИБДД, Минэкологией, всякими общественными движениями и министерствами, чтобы как-то, ну, велосипедисты, которые катаются просто так, они уже понимали то, что существуют правила, нужно их соблюдать, и как можно меньше ДТП происходило. Ну, Андрей, Валерий, спасибо большое. Спасибо. Желаем, чтобы велодень прошел на ура, чтобы велолюбителей становилось еще больше. Спасибо, отличного дня. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из службы новостей. Доброе утро, вы смотрите новости. Более 1200 случаев мошенничества в сети зарегистрировано за прошедшие 7 месяцев. При этом для сравнения, за аналогичный период прошлого года количество киберпреступлений достигало 1440. Чаще всего преступники используют сервисы объявлений, сайты, звонки, взломы страниц в социальных сетях и рекламу. Несмотря на разнообразие схем, цель мошенников одна – узнать личные данные потерпевшего. Между тем, по данным аналитики, чаще всего жертвами преступников становятся люди в возрасте от 30 до 49 лет. Такие результаты специалисты обуславливают платежеспособностью данной категории и нацеленностью мошенников. Трудность в раскрытии таких преступлений еще возникает в том, что люди могут с опозданием. В связи с этим мы упускаем кое-какие моменты оперативно-розыскной работы. Злоумышленники находятся, как правило, за пределами Якутии. И чтобы их установить, привести сюда, это занимает определенное количество времени. В Удачном реконструируют здание аэровокзала, а в Арылахе построят новый агрокомплекс. Эти и другие изменения в районе произойдут согласно указу главы Якутии Айсена Николаева о развитии Мирнинского района до 30 года. Одна из основных задач указа – вывести на новый уровень образовательную систему. Напомним, программы развития Мирнинского района на ближайшие 8 лет разработали на основе пожеланий жителей района в общественном движении «Народный актив». Рассматриваем сейчас мастер-план по городу Мирному, где предусматривается строительство образовательного кластера. Это здание нового Мирнинского регионально-технического колледжа, которое, в принципе, будет способствовать и развитию комфортной городской среды в том числе. Также, конечно, большие направления – это по развитию комфортной городской среды во всех населенных пунктах Мирнинского района и ремонт и строительство автомобильных дорог. Асфальтирование как внутри населенных пунктов, так и прилегающих дорог к населенным пунктам. Плавательный бассейн «Чолбон» для всех желающих открывает свои двери. Так, республиканская специализированная спортивная школа по плаванию с 1 сентября проводит отбор детей 2015 и 2016 годов рождения. Для вхождения в состав школы юные пловцы должны продемонстрировать свои навыки в воде. Помимо этого, ждут и взрослые группы населения. Русский театр помогает.
В преддверии 132-го театрального сезона артисты Русского академического театра покажут спектакль «Тетки», а все вырученные за билеты средства направят в помощь пострадавшим от паводка в Верхоянском районе. Спектакль «Тетки» – одна из самых популярных постановок в комедийном жанре в Русском театре. В пьесе играют народные артистки республики Галина Кондрашова и Наталья Дорошенко. Показ состоится 27 августа в 18:00. Я думаю, что в этой ситуации могли оказаться кто угодно, никто не застрахован. Действительно, это как касается таких стихий, как пожары, как наводнения. Поэтому здесь как никогда мы можем показать именно вот эту вот какую-то сплоченность, какое-то вот участие, просто человеческое участие, просто помочь. На этом все. Хорошего дня. Спасибо, Валерия. Но перед тем, как попрощаться, мы предлагаем вам прослушать, знакомиться с погодой на сегодняшний день, который ожидается в Якутске. Сегодня на 6 часов утра температура воздуха составила 10 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер 4 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно ожидается без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ну а днем температура воздуха в Якутске составит 14-16 градусов тепла. Кстати, если заглянуть в погоду в телефоне, в понедельник там, по-моему, очень тепло. Да. Ну а сегодня прохладненько, судя по погоде, поэтому одевайтесь теплее, потому что я сегодня на своем примере уже показал, что может быть, если одеваться не тепло в такую погоду. А прямо сейчас традиционно наша пятничная музыка. До встречи в понедельник. Утро Якутии.